Балам, я работаю руководителем АИ-Өкмөтү вот уже 3 года. И всегда сталкиваюсь с тем, что мне не хватает актуальной информации и данных о доходах нашего АИ-Өкмөтү для того, чтобы мы могли вовремя знать, какие налогоплательщики платят налоги, а какие отстают по выплатам. Ведь для того, чтобы получить такие данные, мы должны обратиться с официальным письмом к Государственной налоговой службе. Но это занимает много времени, Балам. Ата, я знаю, как решить вашу проблему. Для этого вам нужно иметь лишь компьютер, подключенный к интернету. Я сейчас покажу это вам на своем ноутбуке. Он у меня подключен к интернету через 3G модем. Ой, это хорошо. Пойдемте. Вот, посмотрите, как я легко найду нужную вам информацию и данные с помощью веб-портала, который разрабатывал я со своими коллегами. Ата, теперь наши идеи, интеллект, инновации во благо каждого. Портал «Открытый бюджет» представляет собой автоматизированную систему предоставления данных по доходам и расходам республиканского и местных бюджетов в сети интернет. Портал предоставляет данные по исполнению государственного бюджета в подробном и актуальном виде. Портал обновляется в режиме онлайн путем получения данных из базы данных казначейства, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Имеются два пути входа в данный портал. Первый – с главного меню портала okmot.kg. Второй – через ввод в адресную строку любого интернет-браузера budget.okmot.kg. При правильном наборе адреса откроется главное меню портала. Здесь вы увидите раздел «Доходы», который включает следующие подразделы. В подразделе «Общие доходы» можно просмотреть детальные данные по доходам на уровне области, района и АИ-Өкмөтү. Данная кнопка означает, что внутри данного уровня есть подуровень. Данная кнопка означает, что на данном уровне можно сформировать доходы путем выбора нужного периода. Определяете необходимые вам периоды и смотрите результаты доходов данного региона по пунктам. Можете перейти на уровень районов и посмотреть соответствующую информацию. И на уровень аильных округов. Например, выбираем Ошскую область, Узгенский район, Куршапский аильный округ. Выбираем период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. И здесь вы можете увидеть доходы Куршапского аильного округа за 2012 год. Подраздел «Детальное поступление по плательщикам» позволяет посмотреть все платежи плательщика в пользу госбюджета за определенный период. Необходимо ввести идентификационный номер индивидуального предпринимателя или юридического лица. Для примера возьмем идентификационный номер государственного учреждения «Инфосистема». Выбрав период, например, с 1 января 2012 года по 30 апреля 2012 года, можно увидеть все платежи данного плательщика в госбюджет за этот период времени. Раздел «Расходы» включает следующие подразделы. В подразделе «Расходы по функциям» можно посмотреть расходы государственных органов по основным экономическим функциям за определенные периоды времени. Государственные службы общего назначения, экономические вопросы, охрана окружающей среды, жилищные и коммунальные услуги, здравоохранение, отдых, культура и религия, образование, социальная защита. В подразделе «Расходы по ведомствам» можно посмотреть расходы государственных органов по ведомствам, включая центральный аппарат и подведомственные организации. Например, выбираем аппарат правительства Кыргызской Республики. Определяем период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. Можно увидеть все расходы аппарата правительства Кыргызской Республики за 2012 год постатейно. Также можно посмотреть подетально. В подразделе «Выписка расходов по учреждению» можно посмотреть расходы бюджетных учреждений детально по датам. Например, выбираем аппарат правительства Кыргызской Республики. Выбираем аппарат президента Кыргызской Республики. Выбираем Первомайское региональное отделение казначейства. Определяем период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. После чего мы получим все расходы аппарата президента вплоть до мелочей согласно выписке за 2012 год. В подразделе «Расходы по получателю» можно посмотреть платежи из госбюджета, то есть платежи всех государственных органов.
можно посмотреть платежи из госбюджета в пользу данного юридического лица или индивидуального предпринимателя, начисленные на данный хозяйствующий субъект. Для этого достаточно ввести идентификационный номер данного лица и просмотреть результаты за определенный период времени. Например, введем идентификационный номер 02 10 62 00 61 00 72. Выбираем ОСО «Газпромнефть-Азия». Определяем период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. Здесь можно увидеть расходы бюджетных учреждений в пользу ОСО «Газпромнефть-Азия».